АТВ Ихсан представляет. Земля была прекрасна в очаровательном наряде из цветов, жучков и паучков, и спелых фруктов. Всюду бегали вприпрыжку дети, летали птицы, плавно текли реки. Но за всей этой прекрасной картиной скрывалось горе земли, ибо происходили на ней неправедные события. Люди возомнили себя творцами этих чудес, позабыв о Творце истинном, о Боге, о великом Аллахе. Они поклонялись не Богу, а разным вещам. Кто огню, кто солнцу, кто корове, а кто взывал о помощи к выточенным из камня и дерева фигурам, так называемым идолам. А ведь и камень, и огонь, и дерево, и корова, и солнце были созданы Богом, и поклоняться надо Ему и только Ему. Богатые угнетали бедных, семьи, предпочитая мальчиков, отворачивались от новорожденных девочек, нищих гнали прочь с пустыми руками, дурно обращались со стариками, больных оставляли без присмотра. В общем, не было в том мире ни справедливости, ни уважения между людьми. Как мог Бог вынести столь невежественных людей в созданных им райских кущах земли? Много пророков направлял Господь на землю, и те старались призвать людей к поклонению Богу, доброте, честности, правдивости. Увы, люди тянулись к наущениям дьявола, забывая указания и заповеди пророков. Прошло свыше 500 лет со дня пришествия пророка Исы. Мир ждал еще одного пророка, который также призван был встать на борьбу с неправдой, злом и насилием. Вступив в этот мир, он должен был возвратить ему правду, принести мир и доброту. Но когда же это произойдет? Приближался тот заветный день, когда суждено было родиться новому пророку. Старейшиной Мекки, одного из городов на Аравийском полуострове, в то далекое от нас время, был Абдал-Мутталиб, родом своим связанный с пророком Ибрахимом. Он правил этим небольшим городом и не знал еще, что в одно чудесное утро станет дедом пророка и будет гордиться этим. Абдал-Мутталиб опекал Мекку, а вместе с ней и жемчужину этого города – Каабу, которая представляла собой прямоугольное строение, куда собирались паломники, чтобы поклоняться своим богам. Всеми силами Абдал-Мутталиб старался защищать святыню от посягательств недругов. С большим почтением и гостеприимством он встречал паломников, которые приезжали в Мекку из дальних стран, чтобы обойти вокруг Каабы, совершить таваф. Для многих людей на земле Кааба – это святыня, ибо она – первое изначальное место поклонения людей на земле, сокровище мира, в котором мы живем. Построил Каабу первый пророк Адам по указанию Всевышнего. Большой поток паломников в Мекку вызывал чувство зависти у людей недобрых, среди которых особо выделялся Абраха, правитель Йемена. Всеми силами он старался завлечь паломников к себе в Йемен, заставив их забыть о Каабе. С этой целью он даже выстроил у себя церковь, покрыв всю ее золотом. Но не тут-то было, не пошли люди на поводу у Абрахи. Пустовала церковь, не смогли люди взять и бросить Каабу, отвергнуть ее. Расстроился Абраха, и вот решился он пойти войной на Мекку. Собрал войско, готовые выступить против Мекки и ее горожан, захватить этот город и стереть с лица земли ненавистную ему Каабу. Продолжение следует.
Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.